Всем привет! Тема сегодняшнего урока – степени сравнения прилагательных. Сравнительная степень образуется с помощью суффиксов рак, рек в словах, заканчивающихся на гласную, твердую или мягкую, и с помощью суффиксов рак, рек в словах, заканчивающихся на согласную, твердую или мягкую. Например, тазарак – чище, үлкенірек – больше. Конечные согласные к, п изменяются на звонкие г, г, б. Например, биек – высокий, биегрек – выше. Ак – белый, аграк – белее. Суффиксы дау, деу, тау, теу, лау, леу. Мы их уже рассматривали в прошлом уроке. Они относятся к группе ДТЛ в схеме аффиксов. На русский язык переводятся прилагательными суффиксами оват, еват или добавляются слова немного, чуть-чуть. Например, каралау – черноватый, теттелеу – сладковатый. Полный список остальных суффиксов смотрите по ссылке в описании, либо смотрите сами слова непосредственно в словаре по мере необходимости. Рассмотрим примеры с некоторыми из них. Акшыл – беловатый, саргылт – желтоватый, сурша – сероватый. Алманың көйлегі әдемірек. Платье алмы красивее. Картоптың сапасы төмендеу. Качество картошки немного низкое. При сравнении двух предметов ко второму существительному добавляется окончание исходного падежа. Например, үстел орындықтан үлкенірек. Стол больше стула. Орындық – стул. Орындықтан – исходный падеж. Превосходная степень образуется двумя способами. Способ номер 1. Повторением первого слога, после которого следует суффикс «п». Например, қап-қара – черный-причерный, әп-әдемі – красивый-прекрасивый. Если в слове первый гласный звук «и», то при повторении первого слога в нем будут гласные или в зависимости от твердости или мягкости слова. Например, беп биек – очень высокий, қып қиын – очень трудный. Прилагательные ак, көк приобретают вид аппақ – белый-прибелый, көкпенбек – синий-пресиний. Второй способ с помощью наречий. Өте – очень, аса – наиболее, тым – слишком, ен – самый, ерен – весьма, ерекше – особенно, орасан – очень, лық – до отвала, до отказа, тіптен – совсем, тіпті – слишком и так далее. Рассмотрим примеры. Ен салқын – самый холодный. Аса жаман – самый плохой. Ен қызыл – самый красный. Ен дұрыс – самый правильный. Тым күшті – слишком сильный. Ерекше биек – особенно высокий. Аспан бүгін ап-ашық. Небо сегодня чистое-пречистое. Ашық – открытый. Әжемнің шашы қап-қара. Волосы бабушки черные-причерные. Жұмыс өте ауыр. Работа очень тяжелая. При сравнении может использоваться слово караганда по сравнению.
В этом случае ко второму существительному добавляются окончания дательно-направительного падежа. Например, сенің бойын менің бойыма қарағанда аласа. Твой рост по сравнению с моим ростом низкий. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и увидимся в одном из следующих уроков.